Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели». И смотрите сегодня в выпуске. Кыргызстан в преддверии государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина. Нарастает поступательно и динамично. Это не может не радовать, поскольку это всегда говорит о потеплении и о развитии хорошей динамики взаимоотношений. Весенний день год кормит. У сельхозпроизводителей началась горячая пора. Будут предоставляться льготные кредиты под 6% годовых крестьянам и фермерам, которые занимаются производством мяса, молока, шерсти, хлопчатников, фасоли, овощей. В ногу со временем. Цифровизация страны, развитие регионов. Многие регионы у нас отстали в своем развитии. Конечно, требует очень много сил и энергии, и вложений для того, чтобы действительно хотя бы приравняться к уровню города Бишкека. Многие государственные услуги, которые получает население, необходимо, чтобы получали своевременно, без никаких препонов, и качественную услугу получать. И в этом аспекте помогает информатизация. Артисты вокально-хореографического ансамбля из Синдзянь-Уйгурского автономного района в Кыргызстане. Они дали несколько концертов на больших сценах столицы. Здесь как-никак наши родственники, нравится отношение людей, воздух, сама земля. Люди очень приветливые, горячо нас встретили. Мы очень тронуты. Предстоящий на следующей неделе госвизит Владимира Путина в Кыргызстан стал для наших соотечественников, работающих в России, особенно важным. Это было вызвано объявленной Россией миграционной амнистией. Так, до 22 апреля этого года трудовые мигранты, нарушившие миграционное законодательство России, могут въехать на территорию Российской Федерации и выехать обратно без риска быть привлеченным к ответственности. В свою очередь, посольство Кыргызстана в России призывает соотечественников воспользоваться амнистией. Напомним, что по данным профильного ведомства официально в трудовой миграции находится более 700 тысяч наших граждан. Стоит отметить, что вывод из черного списка проводится в рамках реализации кыргызско-российских договоренностей в преддверии визита Путина в нашу страну. Ну а что же планируется в ходе самого государственного визита? Так, в его рамках состоится 21-е заседание Кыргызско-российской межправкомиссии. Пройдет 8-я межрегиональная конференция с участием представителей бизнес-сообщества двух стран. В Кыргызстан приедет большая группа бизнесменов, и можно надеяться, что в результате появятся серьезные совместные проекты. Ну а в ходе двусторонних встреч президентов ожидается обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности в регионе, а также продвижение в Кыргызстане проектов инфраструктурного строительства. К слову, в прошлом году объемы прямых инвестиций из России составили более 120 миллионов долларов и заняли второе место после показателей КНР, а товарооборот между странами составил более 1,5 миллиарда долларов. При этом президент Сооронбай Жээнбеков поставил задачу наращивать объемы товарооборота до 2 миллиардов. Какие еще мероприятия планируются в рамках государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, расскажет Бермет Курманбекова. Спасибо, что приняли приглашение, приехали с таким... Лидеры двух стран в прошлом году встречались 4 раза на площадках интеграционных организаций. Буквально в феврале текущего года президенты встретились в Сочи. На дружеской встрече без галстука Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков наметили общий круг вопросов и направлений взаимодействия двух стран. Президент Сооронбай Жээнбеков официально пригласил лидера России в Кыргызстан на полях очередного заседания Совета глав государств стран СНГ. Работа по подготовке к мероприятию началась незамедлительно. Эксперты полагают, что предстоящий госвизит российского лидера в республику станет началом практической реализации конкретных проектов в различных сферах сотрудничества. Во-первых, очень радует, что такое внимание со стороны Российской Федерации к нашей республике. И очень радует, что и внимание со стороны Кыргызской Республики к России, оно нарастает последние годы. Причем нарастает, поступательно и динамично. Это не может не радовать, поскольку это всегда говорит о потеплении и о развитии хорошей динамики взаимоотношений.
Составной частью работы по подготовке госвизита стало заседание Межправсовета, которое состоялось в начале марта. Тогда стороны не только обсудили сотрудничество двух стран практически во всех сферах, но и обозначили взаимовыгодные проекты. Чиновники двух стран договорились подготовить реальные предложения для укрепления взаимоотношений. 1 марта в городе Бишкеке состоялось 21-е заседание межправительственной кыргызско-российской комиссии. Это тоже была подготовительная работа к предстоящему большому внешнеполитическому мероприятию. По итогам работы межправительственной комиссии был достигнут ряд договоренностей и намечены планы на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Одним из главных вопросов предстоящих переговоров лидеров двух стран станет расширение экономического взаимодействия. Это откроет для Кыргызстана новые перспективы по модернизации и наращиванию потенциала стратегических отраслей национальной экономики. Тем более, что Россия является ключевым партнером Кыргызстана в реализации экономических проектов в рамках ЕАЭС. К слову, недавно принят единый тариф на железных дорогах в рамках экономического союза. Это позволило в 3 раза снизить тарифы на проезд. Продвигаются соглашения по формированию единых рынков для природного газа, нефтепродуктов, электроэнергии. РЖД намерена помогать нам в сфере груза и пассажироперевозок, приобретении вагонов пассажирских. То есть этот проект носит, я еще и хочу сказать, не только какой-то экономический, материальный плюс, но и в том числе, я хочу сказать, что данный договор в случае его успеха способны запустить процессы обновления стратегии наших железных дорог и с ними всей экономики. Внешнеторговые отношения между странами развиваются поступательно. Увеличился приток прямых инвестиций из России в Кыргызстан. Заметен рост товарооборота. Одним из самых крупных совместных проектов – это Российско-Кыргызский фонд развития. С начала его создания фонд профинансировал свыше 1500 проектов более чем на $300 миллионов. Из них 98% средств направлены в средний и малый бизнес. В количественном отношении львиная доля проектов приходится на регионы. Но суммарно нужно признать, что пока остается концентрация в Бишкеке и вокруг Бишкека. Потихонечку эта ситуация меняется. Я думаю, что это результат целенаправленных действий, которые фонд применил в течение 2018 года в рамках объявления Годом развития регионов. Были приняты ряд шагов конкретных. В рамках госвизита президента России будет проведена 8-я кыргызско-российская межрегиональная конференция с участием бизнес-сообществ двух стран. В ней ожидается участие около 500 представителей бизнеса. Бизнес-форум откроет новые возможности для реализации реальных проектов в экономической сфере, уверены эксперты. Связи с российскими регионами в ряде случаев имеют колоссальное значение, потому что позволяют не только налаживать диалог, но и наполнять его практическим содержанием по развитию экономического взаимодействия. А это возможность поставок лучшей продукции киргизской в российские регионы. Первый круглый стол будет посвящен агропромышленному комплексу, так как он тесно связан с логистикой, то и транспортная инфраструктура также будет затронута в этом круглом столе. Второй круглый стол будет посвящен промышленной кооперации наших двух стран. Третий круглый стол – это сфера IT. Четвертый круглый стол у нас посвящен финансовому рынку, финансовому сотрудничеству, механизмам финансовым для инвестирования в нашу экономику. Впервые в Кыргызстане пройдет форум ректоров высших учебных заведений Кыргызстана и России. В нем примут участие около 40 ректоров ведущих вузов России. По итогам форума будет подписан ряд соглашений между вузами двух стран. На мой взгляд, Кыргызстан мог бы более в таком и региональном разделении силы интересов и более широко на евразийском пространстве занять нишу такого устойчивого центра гуманитарного сотрудничества. Процент иностранных студентов достигает во многих вузов 70% и даже более. И, безусловно, это становится отраслью экономики.
Эксперты полагают, одним из главных вопросов беседы лидеров двух стран станет сотрудничество в сфере безопасности. Вопрос актуален и в связи с ситуацией в Афганистане и связанными с ней угрозами. К тому же позиции стран в этом вопросе схожи. Россия, безусловно, интересует, может быть, в первую очередь, вопросы безопасности в регионе, проводя в то же время и военные учения совместные и в Таджикистане, и у нас в Кыргызстане, демонстрируя как раз-таки готовность защитить и отстоять своих традиционных партнеров. В преддверии госвизита президента России в Кыргызстан российская сторона приняла решение о проведении миграционной амнистии для граждан Кыргызстана. По решению российской стороны, кыргызстанцы, нарушившие миграционное законодательство, могут беспрепятственно выехать за пределы страны до 22 апреля и въехать обратно в любые сроки. Миграционная амнистия вообще достигается в основном в истории Российской Федерации, достигается путем переговоров президентов двух стран, даст возможность тем, которые нарушили административные правонарушения, вновь открыть свою миграционную историю, то есть обновить свою миграционную историю. По итогам госвизита президента России в Кыргызстан ожидается подписание около 30 документов о сотрудничестве в военной, экономической и правоохранительной сферах, области регионального сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия. Бермет Курманбекова, Бактурсун Душенбеков, Алато 24. Итоги недели. Цифровая повестка также будет актуальной на предстоящей 8-й Кыргызско-российской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции». Эту и другие вопросы будут обсуждать более 800 делегатов. Тем более, что это актуально для Кыргызстана в год развития регионов и цифровизации страны. Как говорят эксперты, это требование времени. Все силы нужно направлять в эту сферу, говорят они. Работы в этом направлении много, ведь цифровизация должна проводиться комплексно по всем регионам страны. Какие проекты уже запущены, что делается в областях, расскажет Диана Мамекова. Сейчас много говорят о развитии регионов, о том, что в этом направлении необходимо сделать, чтобы идти в ногу со временем. А в ногу со временем, с миром наравне, особенно век технологий и интернета, без цифровой трансформации не обойтись. Потому 2019 год президентом Сооронбаем Жээнбековым объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. Развитие регионов действительно является очень важной проблемой, так как многие регионы у нас отстали в своем развитии. Конечно, требует очень много сил и энергии и вложений для того, чтобы действительно хотя бы приравняться к уровню города Бишкека. Многие государственные услуги, которые получает население, необходимо, чтобы получали своевременно, без никаких препонов, и качественную услугу получать. И в этом аспекте помогает информатизация. Цифровизация – это требование времени. Наше государство в сравнении с другими нашими соседями позади в этом направлении. Поэтому все силы всецело должны направить в эту сферу. Объявить этот год и годом цифровизации страны тоже очень правильное решение. И теперь, согласно утвержденной концепции развития до 2023 года, необходимо работать по ряду основных направлений. А направлений очень много. Это создание и внедрение единой цифровой платформы «Санарип-Кыргызстан», единой системы идентификации, электронных сообщений, цифровых платежей и других. Все это реализовывается. К примеру, в Аше открылся Центр по предоставлению государственных услуг по принципу единого окна. Запущен он для оптимизации системы предоставления госуслуг, упрощения доступа к ним граждан, сокращения сроков оказания услуг, количества процедур, а также повышение качества оказываемых услуг. Через единое окно можно будет получить справки о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызстана, разрешение на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом. Кроме того, здесь будет осуществляться прием и выдача документов для получения лицензий и разрешений на оборот гражданского и служебного оружия, опасных взрывчатых материалов и пиротехнических изделий. Подобные центры есть практически во всех областях страны, кроме Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской. Но и это не за горами, утверждают в ведомстве. Так же, как и внедрение проекта «Безопасный город» по всей республике. Скоро запустят проект и в Аше.
Как хорошо, что внедрили проект «Безопасный город» в Бишкеке. Это же тоже один из компонентов цифровизации. ПДД меньше стали нарушать. Наблюдаем изменения в городе. Теперь это скоро будет и по всей стране. Это говорит о плюсах цифры. Работа по цифровизации действительно начата и уже ощущается. К примеру, по созданию и внедрению цифровой платформы муниципального управления Санари Паймак. Также рассматривается возможность создания региональных центров компетенций. В соответствии с указом запланировано следующее мероприятие. Это, в частности, разработка и внедрение цифровой платформы Санари Паймак, которая позволит перевести в электронный формат работу системы управления на местном уровне. Вместе с тем, в соответствии с данным указом, поручено создать единую техническую инфраструктуру для сбора, обработки, хранения данных в электронном формате, в соответствии с требованиями законодательства в области защиты персональных данных и в части защиты данных в целом. Это работа в целом по государству, но и каждый регион не сидит без дела. К примеру, в городе Каракуль нашли инвестора, который построит дата-центр для хранения всех данных. Есть у нас завод, электронный завод, был заброшенный. Трехсторонний договор на сегодняшний день составлен. Хозяевам завода и инвесторам и мэрией города Каракуль. И на сегодняшний день где-то около 250 компьютеров уже на сегодняшний день поставили. Сейчас уже дата-центр этот работает. Общая стоимость 100 миллионов сомов. Мы думаем, что 2019 год для города Каракуль будет масштабный, большой годом развития, да? Масштаб чувствуется и по всей стране. Если в Каракуле дата-центр, то в Нарыне уже переходят к электронному документообороту. В этом году автоматизированы по городу 5 предприятий. Предоставление государственных услуг в электронном виде не только удобно для населения, но и экономно, отмечает мэр Нарына. Вместе с другими предприятиями реализовываем задачу по переходу к электронному документообороту. Недавно мы утвердили бюджет. В рамках года по развитию регионов и цифровизации мы принимаем всевозможные меры, чтобы создать населению максимальное удобство. А впереди такая работа будет осуществляться во всех государственных и муниципальных органах. В этом поможет система электронного межведомственного взаимодействия «Түндүк». На цифровой формат будут переведены 189 услуг. Элдин ортосунда контакт болбосо сөз түрдө коррупциянын деңгээлин азайтат деген үмүт бар да. В предоставлении услуг будет устранен человеческий фактор, устранены бюрократические препятствия при выходе на пенсию, получение вознаграждения за рождение ребенка и других пособий. Это позволит устранить коррупционные элементы. Для всего этого необходимо внедрение сети интернет по всей стране. Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации соглашения между правительством Кыргызской республики и Международной ассоциацией развития о реализации проекта «Цифровая Центральная Азия и Южная Азия», в соответствии с которым у нас на территории всей республики планируется развитие инфраструктуры, то есть обеспечение доступного и качественного доступа к сети интернет на территории нашей страны. Вместе с тем у нас также планируется внедрение и реализация именно центров хранения, обработки данных в электронном формате. Это охватывает и регионы нашей страны. Интернет будет доступен для каждого жителя. Особая важность подключения к интернету школ в селах. На сегодня 86% всех школ в республике, или 1857, подключены к интернету. Остальные 245 планируется подключить до конца этого года. Если есть направление, все чиновники регионального масштаба, Айлюк, Мөтü и другие лица, которые отвечают за развитие регионов, они должны основное свое усилие направлять в этом плане. О том, что реализация политики цифровизации среди населения – это прямая обязанность представителей местной власти, напомнил президент Сооронбай Жээнбеков на прошедшей в феврале конференции «Национальный диалог по региональному развитию». Жалпы элдин катмарында ушу санариптештирүү боюнча артыкчылыктарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ошондон кийин жанакы барсак справка ала албайбыз деген маселелер бар токтойт. Мамлекеттик бийликке, айрыкча жергиликтүү бийликке мына сиздерге элдин ишеними кескин жогорулайт.
А для того, чтобы местные власти лучше понимали, о чем идет речь, Госкадровой службой совместно с Академией управления создан Центр цифровых образовательных технологий и регионального развития. Сейчас идет формирование потребностей. По предварительным данным, будет обучено более 3000 госслужащих. Мы в настоящее время, на следующей неделе планируем выезд в Орскую область, в Джалабадскую область, а также Джалабадскую и Баткенскую область для проведения семинара, цель которой заключается в предоставлении информации по всем проектам в области автоматизации и цифровизации, а также обучении именно муниципальных служащих в органах местного самоуправления по вопросам цифровизации нашей страны. В целом, по словам экспертов, работа по цифровизации идет. Полная реализация этой программы даст толчок для развития экономики. А где экономическое развитие, там и жить хорошо. Значит, мы тогда вполне можем говорить и о достижении результатов объявленного года – развития регионов и цифровизации страны. Диана Мамекова, Тимур Садагалиев, Алато 24. Итоги недели. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел на этой неделе в Ошской области селекторное совещание по вопросам проведения весенне-полевых работ и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие руководители соответствующих государственных органов, а также все полномочные представители правительства во всех областях страны. Глава правительства говорил о льготных кредитах, выделяемых на развитие агропромышленного комплекса. Вместе с тем поручил Минэкономике и Минфину изучить эффективность использования выделяемых средств, поскольку есть определенная критика, поступающая от населения в адрес отдельных государственных органов. Премьер-министр также остановился на вопросах поддержки семеноводческих хозяйств, улучшения состояния машино-тракторного парка. Глава правительства особо подчеркнул, что будут усилены требования к работе местных властей, в частности, к работе акимов районов. Он добавил, что по каждому району будет проведен анализ и дана оценка деятельности. Обо всем подробно смотрите в материале Гульбары Кинджеевой. Весна – пора больших забот для работников сельского хозяйства. Работы в это время много, а следовательно и связанных с нею проблем тоже. И здесь необходимы быстрые и действенные решения. Чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и получить информацию из первых уст, глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев посетил несколько объектов в Карасуйском районе Ошской области. Первый из них – ирригационный. Очистка русла канала Утзадыр была начата еще в октябре. На сегодня 70% работ уже завершено. Протяженность канала более 52 километров. Он питает водой около 13 тысяч гектаров сельхозугодий Карасуйского, Алайского районов и города Ош. Помимо этого канала в Карасуйском районе завершается очистка еще 10 межхозяйственных оросительных сетей. В общей сложности до начала вегетационного периода мы планируем провести мехочистку более 50 километров каналов. На эти цели предусмотрено 17 миллионов 700 тысяч сомов. На сегодня 70% работ завершено. Подачу поливной воды в долинной зоне планируем начать 23 марта. В общей сложности Ошскому областному управлению оросительных сетей необходимо подготовить более 1000 километров межхозяйственных каналов. На сегодня работы по их очистке ведутся в Карасуйском, Ноакатском, Узгенском и Араванском районах. Всего в ведении Ошского бассейнового хозяйства имеется 1200 километров межхозяйственных каналов. Ежегодно проводится механическая очистка и реабилитация 30% объектов. Нами была запланирована очистка 125 километров каналов. Около 40% работ уже выполнено. До апреля будет отремонтировано 75 километров каналов. Работы хорошо продвигаются благодаря раннему финансированию. В ходе рабочей поездки премьер-министр также посетил сельскохозяйственный кооператив «Алматы-Агро» в сельском округе Нариман. В эти дни члены кооператива приступают к севу хлопчатника. Его они выращивают на 120 гектарах. С помощью кредитов Российско-Кыргызского фонда развития в прошлом году удалось приобрести новую сельхозтехнику. Это значительно облегчило труд хлопкоробов.
Глава правительства поинтересовался началом весенних работ, выслушал проблемы аграриев. Касались они в основном вопросов льготного кредитования, развития семеноводческих хозяйств, обеспечения новой сельхозтехникой. Далее эти вопросы и пути их решения Мухаммед-Калы Абылгазиев озвучил на селекторном совещании. Развитие сельскохозяйственной отрасли напрямую влияет на развитие регионов, отметил глава правительства, а поэтому необходимы серьезные государственные программы по поддержке аграриев. Многие из них уже работают. Так, с 2011 года аграриям были выделены льготные кредиты более чем на 30 миллиардов сомов. В этом году в рамках проекта финансирования сельского хозяйства 7 на поддержку аграрного сектора будет выделено 900 миллионов сомов. В целях поддержки фермеров, занимающихся разведением племенного скота, снижены кредитные ставки до 6%. Предусмотрены преференции и для садоводов. Сроки возврата кредита продлены для них с 3 до 5 лет. Эти изменения действуют с прошлого года. К примеру, в филиале Айльбанка в Араванском районе в рамках проекта финансирования сельского хозяйства 6 68 крестьянско-фермерских хозяйств района получили кредиты на 36 миллионов сомов. В прошлом году были внесены изменения в процедуру кредитования. Процентные ставки разделили на 3 категории. К примеру, основная процентная ставка составляет 10% годовых. Но если фермер намерен разводить породистый скот, ставка снижается до 8%. В случае, если фермер обязуется производить продукцию на экспорт, он получает кредит под 6%. То же самое и в растениеводстве. Поднимая тему кредитования сельхозпроизводителей, глава правительства акцентировал внимание на необходимости проведения мониторинга, нередки случаи нецелевого использования средств, в связи с чем Министерству экономики и Министерству финансов было поручено изучить эффективность использования выделяемых кредитов. Для того, чтобы вырастить качественный продукт и получить хороший урожай, необходимо сеять хорошие семена. А потому нужно создавать семеноводческие хозяйства. База для их поддержки теперь есть. Так, из бюджета было изыскано 107 миллионов сомов для выдачи дотаций производителям семян. Если фермеры будут пользоваться некачественными семенами, они могут не увидеть результатов своего годичного труда. Мы сможем повысить урожайность отдельных культур на 30-50%, если будем использовать семена высокого качества. Кроме того, будут предоставляться льготные кредиты под 6% годовых крестьянам и фермерам, которые занимаются производством мяса, молока, шерсти, хлопчатников, фасоли, овощей. Всего в перечне 11 видов сельхозпродукции, которые наиболее рентабельна и ориентирована на экспорт. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации было поручено усилить разъяснительные мероприятия среди земледельцев о целесообразности выращивания востребованных на рынке агрокультур. В противном случае будут регулярно возникать проблемы со сбытом. О том, как подготовились к весенне-полевым работам, отчитался министр сельского хозяйства. По его информации, была проведена работа по снижению цен на ГСМ, достигнута договоренность на поставку минеральных удобрений и средств защиты растений. У нас имеется договоренность на поставку 100 тысяч тонн минеральных удобрений из Узбекистана. На сегодня около половины объема уже доставлено в Кыргызстан. Кроме этого, осуществляются поставки удобрений и ядохимикатов из Казахстана и России. Говорилось и о необходимости модернизации машино-тракторного парка. Без этого невозможно развитие сельского хозяйства. Согласно статистике, на сегодня в Кыргызстане имеется более 21 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, 80% которых были приобретены еще в советские времена. Хорошей поддержкой в решении данной проблемы является предоставление техники в лизинг. В рамках проекта в лизинг выдано 2500 единиц техники на общую сумму 3,3 миллиарда сомов. Помимо этого, произведена прямая закупка около 3000 единиц техники. Вместе с тем есть случаи, когда наши фермеры не имеют навыков по использованию современной техники. В таких случаях мы должны предусмотреть их обучение. Это очень важный вопрос, который должен быть решен комплексно. Необходимо для его решения использовать базу наших профессиональных лицеев. Надо готовить новое поколение механизаторов, имеющих управлять современной техникой.
Чтобы придать импульс развитию аграрного сектора, необходимо создавать сельскохозяйственные кооперативы. Мелкотоварное производство не может конкурировать на рынке. Этот вопрос стал особенно актуальным после вступления страны в ЕАЭС. Огромный рынок сбыта открылся, но при этом наши мелкие хозяйства не могут вырастить большой объем продукции. Вместе с тем необходимо создавать на местах перерабатывающие предприятия. В настоящее время для предпринимателей, открывающих предприятия в регионах, предусмотрен ряд послаблений, в первую очередь налоговых. Разъяснять и продвигать эти вопросы должны акимы районов, отметил глава правительства. К сожалению, на местах эта работа поставлена слабо. Многие руководители районов не владеют полной информацией о ходе посевной, объемах кредитования и даже количество фермерско-крестьянских хозяйств не знают. Требования к работе акимов и губернаторов будут усилены, предупредил глава правительства. Все необходимые полномочия у вас есть. Они позволяют вам эффективно и оперативно решать все имеющиеся на местах вопросы и актуальные проблемы сельчан. Вы должны знать, сколько фермеров у вас есть, что ваши земледельцы выращивают, сколько кредитов получили и на что потратили. Ваши же отчеты далеки от действительности. Меняйте стиль работы, иначе на ваше место придут те, кто будет работать. Вторым вопросом селекторного совещания была профилактика ЧС. В прошлом году в стране было зарегистрировано 99 чрезвычайных ситуаций. В результате погибло 18 человек. Сумма причиненного материального ущерба составила более 1 миллиарда сомов. У нас в стране имеется более 1000 участков, поврежденных селям и паводком. В этом году мы завершили очистные и берегоукрепительные работы на 44 объектах. Еще на 76 работы ведутся. Всего в план текущего года включено 317 объектов. Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия действенных превентивных мер, в первую очередь на участках, где существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций. И заниматься этими вопросами должно не только МЧС. Руководителям районов и областей было дано задание активизировать работу по страхованию жилья и обеспечить отселение семей из опасных зон. В ходе рабочей поездки в Ошскую область глава правительства также проинспектировал ход реконструкции центрального стадиона города Ош. Как известно, в 2019 году Ош объявлен культурной столицей тюркского мира. Главные театрализованные представления планируют провести на стадионе имени Суимбаева. Ремонт и реконструкция объекта уже начаты. На данный момент произведена реконструкция фасадной части стадиона, а также будет произведена модернизация трибун, беговой дорожки и другой инфраструктуры. Все работы выполняются при поддержке местных предпринимателей. Премьер-министр заверил, что будет решен вопрос с выделением из республиканского бюджета дополнительного финансирования на завершение реконструкции стадиона. Гульбара Кенджеева, Акжол Айбашев, Алтынхан Бабаев. Итоги недели. На неделе мы отметили Ноуруз. Праздник особенный, сплачивающий народ. И в подтверждение этому в этот раз нас порадовал ансамбль, который приехал из Китая, Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Делегация из 30 человек, этнических кыргызов, приехали на историческую родину с большой программой. Они выступили в день Ноуруза на центральной площади столицы, выступили с концертом и на площади Алато у памятника Курманджан-Датке. А накануне дали концерт в театре оперы и балета. Дамира Базарбаева подробнее. Наших сородичей, этнических кыргызов, немало по всей земле. Большая община кыргызов проживает в Суар. И на днях в рамках 5-дневной поездки в Кыргызстан прибыла делегация из 30 человек. Они демонстрируют свое мастерство кыргызскому зрителю. Наши сородичи прибыли на свою исконную землю по специальному приглашению кыргызской стороны. В состав делегации вошли артисты вокально-хореографического ансамбля, знаменитые и талантливые деятели культуры. Они привезли с собой несколько больших концертных программ, которые основательно готовили задолго до приезда. Одна из них состоялась в театре оперы и балета.
Кыргызы из Китая еще раз доказали, что вдалеке от родины человек больше стремится сохранить свою культуру и национальную самобытность. Они соблюдают все традиции предков. У нас похожие праздники, схожие обряды похорон и свадеб. Даже имена детям дают кыргызские – Бюбюаджар, Айчурек, Эсентур и другие. Свидетельством тому стали танцевальные инсценировки «Смотри на невесты» и «Проводы невесты». Но так как они живут в Суар, все же переняли и их обычаи. Каждое представление несет в себе смысловую нагрузку, отражая дружбу народов, единство, согласие, мир, любовь. Этот номер называется «В объятиях Родины», где проживают представители нескольких десятков наций, причем сплоченно и гармонично. Каждый наш номер взят из жизни, как говорит само название представления «В объятиях Родины». Кыргызы в Китае являются одним из 56 официальных признанных народов, и мы живем хорошо. И в танце показали, как представители 6-7 наций очень дружно живут бок о бок. Декламаторов, умеющих художественно, точно и стилистически ярко повествовать о подвигах Манаса Великодушного, много. Но у этнических кыргызов это получается своеобразно и по-особенному. Они на деле заинтересованы сохранить эпическое сказание о Манасе для всего человечества. В их манере исполнения огромное место занимают мимика, позы и интонация. Даже не зная языка и лишь наблюдая за исполнением, можно часами слушать, испытывая настоящее эстетическое наслаждение. На этот раз Манас мы увидели в стиле фольклора и классической кыргызской музыки в сопровождении национальных инструментов. Манас повествует в разных местах по-разному, но в основном отрывки читает один человек. А мы хотели изменить форму подачи, сделать его современным и коллективным в фольклорном жанре. В первую очередь наша задача — сохранить эпос и передавать из поколения в поколение. Вместе с обычаями и культурой кыргызы и суар сохранили и язык. Конечно, есть акцент, который похож скорее на диалектное произношение. Вместе с тем они хорошо освоили особенность китайской культуры, с которой хотят познакомить и жителей Кыргызстана. Кыргызскому зрителю они продемонстрировали популярный китайский танец «Жасмин». Этот красивый и нежный цветок олицетворяют такие же красивые девушки в красочных национальных костюмах. И как же без популярного танца караджорго? Ловкие, сноровистые и задиристые наездники джигиты изображают искусство верховой езды. Исполняя его, этнические кыргызы не просто пропагандируют танец, но и передают истинный кыргызский дух. У соплеменников караджорго играет объединяющую роль. Каждое представление сопровождалось бурными овациями. Полный зал зрителей не жалел аплодисментов. Мне очень импонирует, что правительство Китая поддерживает развитие культуры не только кыргызов, и дунган, и уйгур. Ощущение было такое, что у них больше, как сказать, командного подхода исполнению той или иного произведения. Вот это мне понравилось. Артисты признаются, что выкладывались в полную силу. Для них было особо волнительно выступать перед своими сородичами. Вместе с тем и они чувствовали искренность публики. Здесь как-никак наши родственники, нравится отношение людей, воздух, сама земля. Люди очень приветливые, горячо нас встретили. Мы очень тронуты. Этнические кыргызы периодически приезжают с подобными концертными программами. На этот раз их визит совпал с праздником равноденствия. Своим мастерством они поделились и на торжественной церемонии в честь Ноуруза на площади Алато и у памятника Курманджан-Датке.
Мы привезли сюда номера, достойные государственного уровня. В состав делегации вошли талантливые известные артисты. Мы безумно счастливы, что встречаем Норус вместе на кыргызской земле. Мы убедились лично, что у Кыргызстана с Китаем сложились хорошие отношения. И надеемся, что между нашими народами дружба будет только крепчать. Ведь не зря говорят, хороший сосед лучше дальнего родственника. Главная цель нашего визита – обмен культурой, укрепление сотрудничества. Отношения между кыргызским и китайским народами уходят корнями в далекое прошлое. Они неразрывно связаны с историей Великого Шелкового пути. И деятели культуры и искусства обеих стран играют ключевую роль в укреплении взаимоотношений. Цель приезда делегации была именно в этом. Деятели культуры, они играют особенную роль в укреплении дружбы народами, потому что культура без границ. Культура всегда воодушевляет у людей доброта, все самое хорошее у людей. Я только что сказала, что очень важно, чтобы эти художественные деятели, они часто на контакте, они ездили друг к другу, потому что люди, простые люди, они должны общаться именно душой. Культура – это мост, связывающий народы, поэтому мы тесно сотрудничаем с Китаем в этом направлении. Новшество концертных программ в том, что состав ансамбля молодой. Они заменили старшее поколение, многие из них приезжают в Кыргызстан впервые. Делегация из СУАР пробудет в Кыргызстане до 25 марта. Здесь у них запланированы встречи и мероприятия на разных уровнях. Они приехали не только с концертами, но и чтобы поближе познакомиться с народом и местностями. В свою очередь они приглашают кыргызстанцев в гости для знакомства с их бытом. Дамира Базарбаева, Чингиз Джумагулов, Аскар Улан-Уулу, Алато 24. Итоги недели. Это был последний материал в нашем выпуске, а завершит программу подборка главных событий уходящей недели. Дайджест подготовила Елена Ткаченко. 18 марта, понедельник. Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по урегулированию ситуации на границе. Транспортное сообщение восстановлено. Глава государства принял чрезвычайных и полномочных послов Кыргызстана в ряде стран. Во многих городах республики завершился отопительный сезон. 19 марта, вторник. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении полномочий главы государства. В Алабукинском районе Джалалабадской области предприниматели и другие частные структуры региона совместно с представителями Российско-Кыргызского фонда развития обсудили перспективы оживления экономики южной столицы. В Бишкеке впервые открылась фотовыставка, посвященная Международному дню людей с синдромом Дауна. Азербайджанский школьник Мурат Раманзалы разработал легкий и дешевый протез бедра и голени. Для многих это шанс на свободу передвижений. 20 марта, среда. Касым-Жомарт Токаев официально принял на себя полномочия президента Казахстана. Церемония принесения присяги состоялась на совместном заседании палат парламента Казахстана. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ознакомился с ходом проведения весенне-полевых работ в Ошскской области. Музыкальные школы республики пополнились новыми музыкальными инструментами. В Кыргызстан прибыла делегация из Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая. На площади Алато открылась фотовыставка «Национальные головные уборы». В экспозиции подборка фотографий женских, мужских и детских головных уборов – элечека, колпака, шокулё, тибетея и платка. 21 марта, четверг. Кыргызстанцы отметили Ноурус. День весеннего равноденствия знаменует собой начало Нового года. В столице прошла традиционная ярмарка, организованная Ассамблеей народа Кыргызстана и Гамсумо. В ней приняли участие более 20 диаспор. Масштабный фестиваль Сумелека прошел в городе Джалалабад. Национальные угощения приготовили в 40 казанах. В финальных соревнованиях республики по кёкбөрү победила таласская команда «Интымак». 22 марта, пятница.
Россия приняла решение о проведении миграционной амнистии для граждан Кыргызстана. Это позволит находящимся в России кыргызстанцам с нарушением миграционного законодательства беспрепятственно выехать из России до 22 апреля и въехать обратно на территорию страны без привлечения к административной ответственности. В Аше начали проверять автозаправочные станции после взрыва на одной из АЗС. В Нарыне идет подготовка к приему детей в дошкольное образовательное учреждение по электронной очереди. Этнические кыргызы из Кызылсуйского автономного района Китая в Театре оперы и балета представили кыргызскому зрителю большую концертную программу. 23 марта, суббота. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. В столице стартовал сезон ремонта дорог. Первым закроют на ремонт отрезок улицы Абая между улицами Медерова и Горького. В Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка под названием «Мир, в котором я живу». На ней представлено более 400 работ. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующую субботу. Всего доброго и хороших выходных.